Привет, друзья! Меня зовут Людмила. Я нахожусь на Московском вокзале в городе Санкт-Петербурге. Прежде чем вы начнете смотреть вторую часть нашего путешествия, рекомендую вам сделать следующее. Заварить крепкого горячего чая, добавить дольку лимона или лайма, сахар, мед, молоко по вкусу, позвать своих родных друзей, сделать экран на полную и вперед. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скоростной поезд номер 769. Сообщение. Санкт-Петербург, Москва. Отправление поезда в 12 часов 10 минут. Нумерация вагона начинается с конца поезда. Спасибо за внимание. Dear passengers, you are now passing through Terminal 11 from St. Petersburg to Moscow. Please contact our telephone Объявили посадку, 6-й путь. Угу. Вот мы только сели. Это наше купе. Завтра будет день, будет светло. Сейчас, когда поедем, свет, наверное, включат, и мы сможем вам показать больше, чем сейчас. Еще. Да. Да, он всегда. Давай, Никита, раз, два, три. О, что ты сделал? Все. Раз, два, три. О. Вот я купила в ленте себе такой круассан с ветчиной и соусом. А Макс себе взял вот такой бутерброд, сэндвич. Это у тебя с чем тут? Ну, тоже колбаса какая-то, да? Ветчина, огурец, салат. У нас до отправления остается 6 минут. Поезд 047, Самара, Санкт-Петербург. Доброе утро. Мы едем по России. Поезд номер 47. Самара, Санкт-Петербург. Местное время почти 8 часов утра. И сейчас я покажу вам один очень интересный вагон. Как мне сказала проводник, он новый. Давайте прогуляемся. Скоро будет большая станция. Мы как раз успеем с вами прогуляться. Проводник сказала, что надо пройти один вагон, и следующий будет наш. Он новый. Вот идем с вами смотреть. Давайте. Это туалет. Так, это кнопка слива. Туалет для бумаг. Столик для ребенка.
окошечко. Окошечко открывается. Замечательно. Здесь бумага для лотка унитаза. Так, а это вот кран. Угу. Я так понимаю, что можно здесь помыться. Маленький, но уютный тамбур. Есть Wi-Fi. Подсветка. Горячая, холодная вода. Электронное табло. Можно купить вот такие вот игрушки. У нас, кстати, есть вот такие проводники. Подстаканники. Так, а давайте-ка сюда заглянем. Ну, здесь то же самое, разве что только кран другой. Так. Вот душик. Здесь душик есть. Ну, значит, все правильно. Там то же самое. Вот так это работает. Контроль чистоты каждый час. Мои еще спят. Когда проснутся, я обязательно покажу вам наше купе. Все удобства. А пока вернусь сейчас обратно в вагон и буду наслаждаться видами из окна. Мам, давай запустим. Еще прошлой весной, когда еще не все. Станция Ужовка. Местное время 8 часов 21 минута. Стоянка поезда уже подходит к концу. Через 15 минут мы отправляемся. Ну, даже не через 15, а через 5. Давайте покажу вам наше купе. Нижние полочки разбираются. Нижние полочки разбираются, можно собрать, чтобы было удобно сидеть, а можно разложить, и будет удобно лежать, будет больше спальное место. Вот здесь есть вот такие вот светильнички, отверстие для наушников, 3,5 мм разъем. Мы вставляли, ничего там нету. Ну, традиционная лесенка на второй этаж, можно включить свет. Имеются также вот такие вот полочки, куда можно сложить какие-то личные вещи. У меня, например, здесь лежит расческа, журналы, пакетик, вешалки. Большое окно. Можно полностью закрыть и днем лечь отдохнуть. Большой удобный столик. 2 розетки. Розетки работают. Вот здесь также имеются полочки. Лизочка, убери головочку, пожалуйста, солнышко, я прошу. Вот здесь.
Тут тоже есть цвет, можно его покрутить, настроить, как вам удобно читать. Матрасы, белоснежное белье, полотенце, пододеяльники. У проводника можно взять дополнительное одеяло, но одеяло уже было. Ну, примерно так получается. И еще большая полка наверху. У нас две большие сумки, мы сложили их туда. Традиционно дверь закрывается на защелку. О, Максим, ты убрал верхнюю полку? Да. Пространство становится больше. Виден объем. Какой, Никит, ты хочешь? Такую? А ты, Максим, сырную будешь, да? Традиционно выбираем лапшу на завтрак. Никита, ты вот эту выбери. Буду эту я хочу Сырную? попробовать. Да. Никита, ты Хорошо. какую будешь? Будь готов. Вот это? Раз. Зелёную. Ты какую будешь? А я не буду. Максим, ты в шоке, что ли? Налетай, не зевай, уплетай и животик набивай. Накрыли мы стол в нашем поезде. Будет. Огурцами пахнет на весь коридор. Так. Второй этап пошел. Чипсы, кофе, чай, потом сладости. А сладости это у нас третий этап, да, Максим? Да. Кому вы машете? Кому не машет? А, дядя Мунтем, понятно. Станция Шатки, да. Никогда здесь не были и вряд ли будем когда-либо еще. Но кто знает. Всякие вкусняшечки. Вот там, видите, в конце такое вот электронное табло. Здесь оно тоже есть. И когда идешь в туалет, очень удобно. Висит предупреждение, свободен он или закрыт. Фильмы. Нет, ты можно другой пальчик подадывать. Вот на этот. Арзамас-1 станция. Да, старая башенка. Водонапорная же, да, наверное, была? И там такой же кирпич вот там. Пойдем посмотрим. Вон пес какой здоровый, видели? Он уже старенький, он седая морда у него такая. Яйцо 600 рублей.
Это снег, мама. Смена головы сустава. Стоим мы в Арзамасе целый час, так что время есть, да, прогуляться. Вагоны старом ходить. Когда только зимник. Никитосик, а вот едет тепловоз. Никитосик, смотри, тепловоз едет, который сейчас объедет наш состав с той стороны и прицепится, и нас повезет дальше. Видишь, вон, смотри, он один едет. Все, поехал туда. Нижний Новгород. Мне удалось поспать часик, потому что ночью было душновато. Как автобус, всего один вагон. Сейчас поедет. Platform 2, train departs at 14:58. Carriage numbering starts at the end of the train. Boarding of express train 4847 from Samara to St. Petersburg continues on track 6. Platform 2, train departs at 14:58. Carriage numbering starts at the end of the train. Thank you for your attention. Покупай все, что надо. Инструмент какой надо, мотор какой, чуть-чуть, все проходит. Я бы вообще не могу. А не можешь соломку сюда? А? Соломку сюда? Нет. Вот так вот. Ты не нравишься. Лиза. Он мне лежит? Знаешь, хочет. Тебя нюхает, Лиза, сейчас. А, нюхает. Станция Вязники. Местное время 16 часов 33 минуты. Стоянка поезда 16 минут. И потом таких стоянок долгих уже не будет, только в Иваново вечером. В 20 часов 30 минут мы прибудем в Иваново. Там мы будем стоять полчаса. И на этом все. Я себе вот такую выбрала с грибами, которую такую буду есть. А ты себе вот такую с особым соусом. А Никита будет вот такую есть. Черную. Да? А Лиза сказала, что лапшу вообще есть не будет. В дороге любая еда идет хорошо, но особенно это свежие овощи. Вот этот перчик вчера я выбирала в магазине, очень красивый. Желтая морковка. Слушай, по-моему, морковку мы еще с Кыргызстана везем. Да. У нас желтая морковочка, оранжевая, красный перчик,
зеленый огурчик. И вот здесь у нас заваривается корейская лапша. В общем, я успела слить всю лапшу, а потом с водой начались проблемы с давлением. И сейчас проводник позвал механика. Насос не работает. Express train, number of the school 47 from Samara to St. Petersburg is now open for boarding. Иваново. 21 from Transit platform 2, carriage number 65 at the train. Снег. Number of the school 47 Холодно. from Samara to St. Petersburg is now open for boarding. Train departs at 21 train from track 3 platform 2, carriage number starts at the head of the train. Местное время 20 часов 30 минут. Стоянка поезда полчаса. Лиза, как станция называется, ты запомнила? Нет. Иваново. Иваново. Проходите. Через них снимайте капюшон, который ограничивает видимость. И помните, что прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону могут помешать услышать звук приближающегося поезда. Спасибо за внимание. Уважаемые встречающие, пригородный поезд, сообщение, Александр, Иванов, прибудет в 21 час, 12 минут, на первый путь, платформа... Доброе утро, друзья. Мы в Балагое. Местное время 7 часов 29 минут. Стоянка поезда 47 минут. Мы приехали минут, наверное, 15 назад. Посмотрите, какой красивый туман. Пойдемте посмотрим. Какое прекрасное утро. Никита и Лиза уже проснулись, но пока еще валяются. Я вчера ошиблась. Оказывается, была еще такая прекрасная станция Ярославль. И там мы долго стояли. 134. Сообщение. Казань, Санкт-Петербург. В прибытии задерживается. Ориентировочное время прибытия 7 часов 50 минут. Приносим свои извинения за доставленное неудобство. Вот отсюда тоже классный вид открывается. Я сделала несколько фотографий. Пустынный перрон такой. Народ только-только просыпается. Ну и Балагое тоже. Окуловка. Уже совсем близко к Санкт-Петербургу. Все ближе и ближе.
морозе. Да, это значит, что мы начинаем готовиться к завтраку, а потом завтракать, а потом еще завтракать, а потом чай пить. В общем, у нас техническая станция, стоянка 45 минут. Большая часть времени уже прошла, и пока я наслаждалась чудесными видами из окна, мое семейство позавтракало без меня. Вот моя лапша заварилась, да, она прям готова уже. Лиска съела всю кукурузу и уже чай пьет. И какао, да. Какао. Да, тут у нас детский сад. Вот про этот вид я говорю. Ну разве он не прекрасен? Осталось ехать чуть больше часа. Да, Лиза? Чуть больше часа, да. Минут, наверное, 15 назад мы заехали на территорию города Санкт-Петербурга, собрали вещи, осталось только одеться. Маленькие петербуржцы, вы готовы? Да. Да? Да, готово. Одевай, сынок, ботиночки. Вот приехали в северную столицу. Столько народу. Ничего себе, такая толпа. Ну что, пойдемте потихонечку. Пойдемте. Кетик, Балдар. О. Никитка, не отставай. Никитка. Никитка. Пойдем.